Здравствуйте, дорогие наши студенты! Сегодняшняя наша тема урока – современные деловые бумаги по предмету профессиональный русский язык по специальности техник по защите информации. Целью сегодняшнего нашего занятия – познакомить с некоторыми видами деловых бумаг, развивать умения и навыки в составлении и грамотном оформлении деловых бумаг, а также правильно выражать свои мысли в письменной и устной речи, воспитывать культуру общения. Эпиграфом к сегодняшнему занятию я взяла слова Джорджа Рокфеллера: «Умение общаться с людьми – такой же покупаемый продукт, как кофе и сахар. Я готов за это умение платить больше, чем за какой-либо товар в этом мире». Сегодня на уроке вы познакомитесь с некоторыми видами деловых бумаг, узнаете особенности их оформления. Для чего? Для того, чтобы вы стали конкурентоспособными людьми и приобрели навыки делового общения. Человек только тогда будет преуспевать в жизни, когда научится общаться с людьми. Именно поэтому Джордж Рокфеллер, чьи слова мы взяли эпиграфом к уроку, готов был платить больше за умение общаться. 21 век представляет серьезные требования не только к устному общению, но и письменному. Деловые бумаги делятся на два вида: личные, автобиография, заявление, доверенность, расписка, резюме; профессиональные, характеристика, протокол. Нас сегодня будут интересовать бумаги личного характера, которые нередко приходится писать в повседневной жизни. При поступлении в учебное заведение, на работу и в других ситуациях нам приходится писать заявление. Заявление в толковом словаре Даля дано следующее определение слову: официальное сообщение в устной и письменной форме, письменная просьба о чем-нибудь. Заявление – это документ, в котором в письменной форме зафиксировано сообщение граждан или организаций по поводу осуществления своих прав или защиты интересов. Заявление включает наименование адресата, которому направляется заявление, фамилия, имя, отчество и должность заявителя, наименование документа, текст просьбы с кратким ее обоснованием, подпись заявителя и дату. В заявлении не принято писать предлог «от кого», а также употреблять архаизмы вроде «убедительно прошу вас», «заранее признателен к всему» и так далее. Заявление оформляется на стандартном листе бумаги форматов А4. Доверенность – документ, в котором его автор разрешает кому-либо определенные действия или передает права. Доверенности могут содержать такие денежные поручения, как получение пенсии, заработной платы, стипендий, переводов вещей. Следующим видом деловой бумаги является расписка. Расписка – документ, подтверждающий какой-либо факт, чаще всего получение денег или материальных ценностей. Переходим к следующему виду деловой бумаги – автобиографии. В современном русском языке это слово употребляется в значении описания своей жизни. Автобиография имеет две разновидности – официальные документы и литературные произведения. Автобиография состоит из следующих элементов: наименование документа, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, родители, образование, состав семьи, поощрение, награждение, подпись, дата. Необходимо помнить, что автобиография – это официальный документ, и она должна отвечать всем требованиям стиля. В последнее время при приеме требуют так называемое резюме. Резюме – документ, в котором в краткой, но емкой форме изложены основные сведения об образовании, о профессиональном опыте, трудовой биографии и личных данных человека. Цель резюме
привлечь к себе внимание работодателя, создать у него благоприятное впечатление о себе и получить приглашение на личную встречу. 3 основных правила составления резюме. Первое – краткость, второе – аккуратность, без ошибок и исправлений, и третье – правдивость. Следующим видом делового документа является деловое письмо. Как написать деловое письмо? Вашему вниманию видео. Век цифровизации, конечно, нам не обойтись без интернета, без электронного письма. Итак, вашему вниманию видео «Как написать электронное письмо». Для закрепления сегодняшней нашей темы перейдите на сайт Learning Apps. Выполните упражнение по ссылке, указанной на экране. Итак, изучение и использование правил оформления некоторых видов деловых бумаг необходимо представителю разных профессий. Ошибки в их написании могут привести к очень серьезным последствиям. Не стоит ограничиваться теоретическими сведениями, данными в учебнике. В работе можно и нужно пользоваться дополнительной литературой, словарями, справочниками. Домашнее задание для вас будет написать резюме.